Всем привет! С вами Крым Реалии и я, Катерина Некречия. Мы находимся у здания, где размещен крымско-татарский телеканал АТР, который, как вы знаете, с 2015 года вещает из украинской столицы. Мы пообщаемся с генеральным директором телеканала АТР Ленуром Ислямовым. Собственно, для кого-то он человек, который, безусловно, вошел в историю крымско-татарского народа, для других личность неоднозначная. Мы постараемся задать все интересующие вас вопросы, даже те, которые многие не осмеливаются озвучить. Без чего или без кого вы не можете жить? Без Крыма, без Родины не могу жить. И без семьи. Без надежды, без веры, что мы вернемся. Это если не только я думаю, что многим из нас сейчас скажут, что вы Крым уже не вернете, то смысла жить никакого нет. Тяга к Крыму у вас же появилась уже в таком зрелом возрасте. Это, знаете, это как чакра. Это все это описано, в принципе, во многих религиях это есть. Это как чакра. Она или открывается, или всю жизнь человек может прожить, а сердце будет запечатано такой печатью. Я вырос вообще в такой семье, где бабушка вообще не говорила на русском языке. Никогда. Ни дедушка, ни бабушка со мной не говорили. Я говорил на крымско-татарском языке, до 6-летнего возраста. Потом пошел в школу, естественно, русский язык, Советский Союз, пионеры, комсомол, все такое прочее. Но вот эта вот база, которая 6-летняя осталась, она осталась во мне в пассиве. Я даже заговорил на крымско-татарском языке, вот так вот, как сейчас говорю, уже вот тогда, когда я уже стал жить в Крыму. Я же собирался встречать пенсию уже как бизнесмен, уже переехать в Крым, и вот в Крыму уже находиться внутри, в среде. Поэтому многие вещи открываются вот тогда, когда человек хочет, чтобы они открылись. Когда у него есть желание, когда он просит, вот как-то просит внутренне даже себя, Бога просит, вот дай мне это, дай мне это. И Бог открывает как-то так. Вот у меня так получилось. Я вообще многие вещи видел вообще по-другому после того, как я в хадж съездил. Я был в хадже в 2008 году вместе с друзьями. Я вот эти святые места все посетил. Поэтому это дело такое. Или дается, или нет. Кому стоит бояться Ленура Ислямова? Бояться стоит русским, тем, которые в Крыму. Всем тем, кто предал национальное движение крымских татар в первую очередь. Предал Мустафу Джемилева. Это человека, который создал вот сейчас сегодняшнюю крымско-татарскую среду, которая называется вот «Мы все вместе», как у украинцев, это «Мы все разом». Кто способствовал созданию Меджлиса, вот все те люди, которые являются сейчас предателями, коллаборантами, им стоит бояться. А что это значит? Чего им стоит бояться, если так расширить? Они боятся всего, потому что мы клеим листовки на их заборы, мы знаем, где они живут, мы знаем, чем они занимаются, мы об этом всем знаем. Как только мы вернемся туда, с них будет отдельный спрос именно от самих крымских татар. Я даже вам больше скажу, нам желательно, чтобы эти люди вообще там не находились. Об этом сказал Мустафа Джемилев, кстати. Он сказал, что эти люди должны будут уехать вообще с Крыма, уехать куда угодно, но чтобы они там на глаза не попадались. И даже их дети пусть с ними уедут, а вот внуки уже смогут вернуться. Иначе что? Иначе с ними будет отдельный спрос. Потому что то, что они делают вот на сегодняшний день, это не просто предательство, это предательство поколения. Это даже не то, что они там считают Мустафу Джемилева или Чубарова, или меня, или кого-то еще, допустим, что мы ошибочный путь заняли проукраинский. Они предают весь народ на поколение. И это с них будет спрос не только там с нас, будет спрос столетия, никогда мы это не забудем. У нас есть в нашей истории такие люди, у нас Таиров есть, при всем положительном тех вещей, которых он делал, но он в какой-то момент подписал бумагу, где он соглашался с тем, что крымские татары должны остаться в Узбекистане. И вот эта вот история с Сухандаринской степью, что мы должны были там остаться, и некоторые крымские татары на это согласились. Но все-таки народ не сломался, и народ все равно возвращался, в том числе благодаря таким, как Мустафа Джемилев. Там очень много было, и Ришат Джемилев, там очень много было людей, которые... Мой отец был в национальном движении, его сняли с партии в свое время, делали обыски. Об этом мы каждый день об этом говорим на телеканале АТР в исторических передачах, вот таких тариф ТДС. Это предательство на поколение, поэтому им стоит нас бояться, и не только меня. А патриотом какой страны вы являетесь? Я патриот крымско-татарского народа, и я бы здесь и патриот всех свободных людей. Вот свободный человек — это вот тождественно с сегодняшним моим состоянием.
Я не буду бить себя в грудь и кричать, что я там патриот или Украины, или патриот Соединенных Штатов Америки, или патриот какой-то другой страны. Нет. Я люблю свой народ, и мой народ должен быть достоин, представлен в украинском правовом поле. Мы закреплены, должны быть, наш статус должен быть закреплен. Вот чего мы добиваемся, чтобы мы были в форме национально-территориальной автономии в составе Украины. Не в одном интервью вы рассказывали о том, что украинский паспорт у вас есть с 99 года, да, то есть это задолго до аннексии Крыма, и что у вас и российский паспорт, и украинский, и по двум документам вы живете, строили бизнес, очевидно, да. Вот собираетесь ли вы отказаться от российского гражданства? Или, возможно, уже в каком-то таком процессе? Да, хотя вот сейчас получается, мы с вами из рода, из медиа, получается, да, но театральность, вот это вот там сжигание каких-то паспортов или чего-то еще такое делание, это почему Ленур? Это же не какое-то крымско-татарское имя, это имя Ленин учредил революцию. Или Ленмар, или Лентун, там, или Ленара, вот у меня сестра. Почему называли крымские татары такими именами? Для того, чтобы в советское время, вот при том геноциде, который был, это переплавка народов, да, ассимиляционная плавка вот эта вот, сохранить детей. То есть родители на это рассчитывали, и поэтому такие имена давали. Но нельзя было при советском режиме убить ребенка, у которого имя Ленина было. Да. Зачем вам тогда российский паспорт, если Сейчас вы уже объясню, здесь? сейчас объясню. В Россию я выехал, родители выехали в Крым, и уже в Крыму обосновывались. А я поехал в Москву, потому что бизнес все-таки было легче делать в Москве. Причем с Узбекистана выезжал тяжело. Так вот, получал паспорт в консульстве в российском уже в Узбекистане. И построил так все, в принципе, что, в принципе, я и жил бы с российским паспортом, никаких проблем бы не было. Потому что Россия, Украина, это, в принципе, такие тождественные истории были, потому что, не было никаких вопросов с этим. Кроме того, что в какой-то из украинских гостиниц, когда бизнес был с Украиной связан, с материковой отчасти, что кто-то говорил на украинском, я мог что-то не понимать тогда. Но я редко бывал в Киеве, хотя бывал в Киеве. А в Крыму никто по-украински не говорил. Так вот, не было именно с паспортом никаких вопросов. Мама, она настолько мудрая женщина, она, вот советский паспорт, помните, вы застали, нет, советский паспорт? Видела. Видели, да, вот он у меня был. То есть я получил отдельный паспорт уже в Москве в 2000 каком-то году, а мама получила уже украинский паспорт. Если вы помните, Кучма с Мустафой Джемилевым сделали тогда договор, что все крымские татары, которые приезжают, имеют право на украинское гражданство. И вот мама, имея мой украинский паспорт, никогда об этом даже не говорила мне. Потому что все-таки я имел, тогда зачем логика была, то есть я имел ИНН российский, который, я инвестировал в Крым деньги, то есть это в Украину деньги, то есть я загонял десятками миллионов долларов, платили кучу налогов, всего-всего. Она прописала меня в том доме, где все были прописаны еще в Крыму. Чтобы вы понимали, в Крыму не было Украины, вот той, которую сейчас мы понимаем, это в смысле Украины. В той не было. Потому что Украина вот только с 2014 года, может быть, должна была появиться в Крыму. Никакой не было Украины. То есть там крымские татары, вот чтобы устроить детей в садик элементарный, нужно было идти договариваться и доказывать, и унижаться крымским татарам, хотя это была Украина. И вот как мы говорим, там Украина. Приходилось договариваться. Это была абсолютно шовинистическая история, связанная с тем, что вам нельзя, вы вот такой второстепенный народ. Вот это я называл даже, когда приезжал все-таки с более такой свободной в то время ельцинской Москвы, приезжал в Крым, и меня очень ужасались эти вещи, когда крымские татары были использованы на каких-то там захватах или каких-то там разных строительных работах, как очень многие среднеазиатские народы. Вот мы видим, что их там используют, особенно в России. И для меня это очень было огорчительно, потому что, как так, это же я частица этого народа. И очень многие вещи были сделаны, мы между собой говорим по-чабански, вот как они были сделаны. Там жили люди во времянках. Это нельзя было назвать Украиной, именно Украиной, той, которой мы хотели бы видеть Украиной тогда. Это было. И поэтому родители выживали в той среде, а мы дети. Нельзя родителям говорить, делай вот так, или делай вот так, или делай вот... Нет. Родители сами делали для детей так, как они считали нужным. Потому что все крымские татары имели право получить украинское гражданство в определенное время. Там был какой-то лак, когда это все делалось. Да. Хорошо, тогда что с украинским языком? Потому что, вот, например, те, кто наблюдали, например, там, за делом Ганыша, да, и когда вы давали показания, в суде вы не понимали некоторых слов. На украинском языке вот сейчас изменилась ли эта ситуация? Понимаете ли вы украинский язык и не собираетесь ли случайно изучать его?
Знаете, я уже изучаю украинский Уже? язык, да, уже изучаю в плане того, что я общаюсь уже с украинцами, и раньше, если мне нужно было, чтобы украинский, ну, такой интервьюер или там собеседник говорил о том уже по-русски, сейчас это мне уже не нужно, потому что я уже автоматически могу переключаться, на слух для меня это не вызывает. Но вот такое слово, как скаржить, допустим, да, я больше нигде не слышал. Я действительно вот в Крыму это никто никогда не произносил. Может быть, только на каких-то юридических моментах где-нибудь. Но чтобы кто-то на кого-то писал жалобу или вообще что-то такое, жаловался, это ни в моем лексиконе, ни в лексиконе моих друзей никогда не было. Поэтому я не знал. Все остальное, в принципе, более-менее было понятно. Говорите ли на украинском языке? Нет, еще пока Нет? не говорю, но заговорю. Но я вам обязательно хотите, скажу. да? Я обязательно скажу, Попробовать. да, начну говорить, да. А если не говорить, мы подробнее поговорим о бизнесе в России, а вот если, так знаете, в общем и коротко, что вас связывает с Россией сегодня? Это больше, наверное, каких-то таких... Знаете, я вот ту Россию, которую я знал, вот именно и в том числе любил, потому что я жил все-таки в этой стране больше 15 лет и стал на ноги в этой стране. Вот той страны для меня вот той нет, потому что очень много людей за мою позицию, которую я принял, вот, от меня отвернулись, потому что они действительно вот кто-то со страха, кто-то с какими-то другими побуждениями, но вот чтобы у меня были в среде какие-то такие совсем такие вот пропутинские люди, я не помню. И потом все-таки Москва это совершенно другой город от всей остальной России, это совершенно другой город. Во что она сейчас превратилась, я более-менее вижу, что происходит, и с некоторыми людьми я общаюсь. Их очень узкий круг остался, совсем с теми, кем я общаюсь. Все остальные просто, мы токсичны сейчас для многих, потому что от нас, мы прокаженные. То есть общение с нами чревато для них потерей бизнеса, потерей всего. То, что я такую ставку сделал и пошел, это в историческом плане правильно, для многих это понимают. Но в тактическом варианте вот потеря того, что люди добивались, и в 50 лет уже человек должен прийти к тому, что все-таки он уже готовится к тому, что уже в горку из горки. Да? Вы должны быть готовы, что вы уже будете жить и пожинать какие-то плоды. То есть я построил дом в Гурзуфе, построил в Москве, на Рублевке дом, в Симферополе дом. И когда вы уже к этому готовитесь, вы уже понимаете, что это есть, и вам, в принципе, на старость хватит. И все это променять на то, что мы сейчас здесь бегали бы и там ратовали за свободу, все такое прочее, это не для 50-летних чуть-чуть история. Все-таки это должны делать молодые. Вы слишком рано собрались на пенсию. Мне не дали уйти на пенсию. Ну, не дали, да. Да. Скажите, планируете ли вы принимать участие в предстоящих выборах в Украине, например, в Верховную Раду, да? Потому что вот в сети, например, есть какие-то там слухи о том, что, возможно, вы с Юлией Тимошенко как-то объединитесь. Знаете, то, что сделала команда Ющенко и отчасти Тимошенко, Юлия Владимировна, может, она многие большие заслуги сделала, но она не дала возможности крымским татарам самореализоваться. Это большая ошибка была. И то, что наши лидеры, которые там находились, и которые напрямую имели с ней контакт, и напрямую работали с ней, что вот они вышли с той партии, которой они были, Юлия Владимировна, как она, Батькивщина. То, что они с нее вышли, это о многом говорит. Мы, может быть, примитивнее, чуть устроены, примитивнее, чем другие украинцы, но мы все-таки рассчитываем на то, что решение у нас принимается коллективное, вот на Меджлисе или на Конгрессе, принимается коллективное, и дальше мы все остальные следуем этим решениям. Поэтому с Юлией Владимировной, и насколько я понимаю, и насколько я вижу вот то, что происходит с Батькивщиной, партией нам не по пути. То есть лично с политиками какими-то украинскими известными вы не ведете переговоры, это все только Абсолютно. делается в контексте Меджлиса, да, если есть Однозначно, какие-то договоренности. конечно. А сколько времени вы проводите в Фейсбуке, например, да, в социальных сетях, вообще в интернете, и что вы там делаете? Что мы там делаем? Интернет, это данность сегодняшнего дня, без него уже просто нельзя. И он, наверное, если вот брать, сколько ты за рабочим столом находишься, рабочий стол перемещен сейчас фактически на десктоп. И поэтому 70% времени, наверное, мы в интернете, вот в плане того, что мы занимаемся чем-то, документом или чем-то еще. То есть это почта, чтение того, что я получил, уходит время на то, что я ответил. А если говорить действительно о Фейсбуке, да, о других, может быть, социальных сетях, что вы там делаете? Только для работы? Я вижу, что у вас есть там репосты эфиров, АТР, да, а если помимо этого? Я читаю только то, что мне присылают люди, потому что для граждан Украины, оставшихся в Крыму, возможность Facebook более безопасна, так как они считают. Они отправляют то, что они находят, они пишут какие-то вопросы, которые их касаются. Граница, вот админ границы, которая сейчас у нас есть на Чингаре, Каланчаке и Чаплынке, очень много беспокоит с документами. Я каждый день решаю какие-то бытовые вопросы. Уже, слава богу, уже можно сказать, что заработало постпредство. Если вы помните, 3 года с лишним постпредства не было.
и в ручном режиме какие-то вопросы решались, в том числе даже для чиновников, которые есть на материке, элементарные вещи для них даже решать приходилось, связанные с админ-кордоном. Потому что есть элементарные вещи. Люди, которые с Крыма выехали, что-то перевезти, отвезти, встретить мать, или наоборот мать отправить, или отправить, допустим, умершего в АТО солдата, родители там. И очень много вещей, бытовых, которые были не реализованы. И слава богу, сейчас заработало постпредство. И вот там есть Изет Гданов и Борис Бабин. Я некоторые вещи даже уже, если вы видите, вот даже смотрите мой Facebook, мне не приходится сейчас определенных таких резких выражений делать по поводу властей, потому что есть уже власть, и в лице постпредства она заработала, слава богу. Потому что, столько мы могли бегать активистами, гражданскими, там, как бы мы там себя ни называли, но в любом случае... Об этом мы еще поговорим. Да, То есть Facebook — это для вас возможность коммуницировать с крымчанами, да. Прежде всего, к вам могут обращаться, вы Безопасного помогаете, чем коммуницирования. можете. Некоторые люди не боятся и звонить на телефон с Крыма или с Москвы. Есть такие тоже люди. А за кем вы следите? На кого вы подписаны, кого вы читаете? Там это какие-то новостные ленты или же персоналии? На Крым-Реалии я подписан, я читаю Крым-Реалии, тоже вас, поэтому я подписан на все, так скажем, свободные СМИ, которых действительно понятно по духу мне близки. Я на разные там вести.ру или там кремлин.ру не подписан явно, потому что мы и так понимаем, что они будут говорить. О чем вы, возможно, жалеете в своей жизни, если так глобально, и что бы вы хотели изменить? Знаете, я не человек, который со слагательным наклонением что-то хочет менять. Это бесполезное мероприятие. Мало того, я не живу прошлым. Я все-таки понимаю, что настоящее вот оно сейчас, а будущее уже началось. И поэтому в будущем надо находиться. Если говорить о Ленуре Ислямове как о семьянине, то как вы можете определить успех в своей семейной истории, возможно, да? И скрывали ли когда-либо вы что-то от своей супруги, например? Обязательно что-нибудь скрывал, сейчас могу вспоминать, но вопрос в другом. Вопрос в том, что вот если разделить жизнь по отрезкам, мне очень повезло с супругой. И это божественный действительно мне дар подарен Господом, потому что это не просто так. Супруга в такой вот момент, чтобы понимала и вместе со мной разделяла те тяготы, которые сейчас мы находимся. И она понимает, почему так. И я знаю некоторых своих друзей, у которых супруги совершенно другого, то есть половинки мнения остались. Что греха таить. Некоторые говорят, зачем, не нужно сейчас радикальничать, нужно остаться в Крыму, нужно переждать. Интеллигенция, давайте переждем, карамелька за щекой, все в принципе есть, а там дальше или шаг, или падишах, и мы уже куда-нибудь примкнем. Такой замечательный, но в данной ситуации, в нашем случае, это не тот формат был. Поэтому или мы стоим на уничтожение, как народ в Крыму, или мы сделаем так, чтобы мы освободили Крым и вернули туда Украину, и сами вернулись вместе с Украиной. И супруга вас поддержала? Она абсолютно полностью. Хотя до сих пор мне через день психологически определенные работы с ней приходится проводить, потому что женщина есть женщина. Это мы можем взять какие-то вещи, поехать куда-то в другой город, к друзьям, туда поехать. Женщина все-таки собирает свой скарб потихонечку, она возит его, она живет все-таки бытовыми вещами. Женщины более реалистичные, так сказать. Сейчас супруга с вами здесь, в Киеве? Конечно, и дети мои здесь. Хотя со старшим у нас были проблемы, потому что он все-таки в Москве уже учился в высшей школе экономики, и поэтому это, может быть, не политическая совершенно история была, но он потерял, и он сам туда поступил, и он очень успешно там учился. Сейчас получилось так, что мы его забрали сюда, в 2015 году забрали, и с таким трудом его причем забрали, что его даже допрашивали там. Но он до какого-то момента не понимал моей позиции, что вот так мы резко будем стоять здесь за свободу, он был другого мнения. Но в определенный момент он тоже это понял и согласился с тем, что мы делаем это правильно. Вы меня подвели, в принципе, к тому вопросу, который я хотела вам задать. Фраза «женщины есть женщины», что женщины больше живут бытовыми вещами. Здесь немного, знаете, такое ощущение, не знаю, сексизма, возможно. Ленур Ислямов сексист или нет? Нет, абсолютно я не сексист. Борщи варить женщинам только нет. Это не совсем так узко, как вы это представляете. Бытовые вещи, без которых мы не можем. То есть, мало того, я вам скажу, что я это нигде не говорил, хотя личные друзья мои знают, кто со мной общается. Женщина более совершенное существо, если взять в божественном плане, чем мужчина. Потому что только вы можете дальше продолжать род.
То есть это не может мужчина сделать. То есть вам это дано еще сделать человека. То есть вот, Не без помощи мужчин. да, не без помощи, но все равно вы это делаете. Я все-таки по первому образованию врач, поэтому я знаю, что такое роды. И своих детей я брал прямо из чрева, вот матери забирал, я сам на ручки. И давал им имена. Вот поэтому для меня это не просто слово, это действительно реальность. И я вам хочу сказать, что вы лучшие из нас, из всех, женщины самые лучшие. Мы, конечно, усложняем жизнь во многом, но если и мы думаем, что мы можем без быта там существовать, мы должны быть воинами. Вот при сегодняшней ситуации мужчины должны готовиться к тому, что им придется умирать, именно защищая женщин. Именно через женщин мы чувствуем, что мы мужчины. У вас было высказывание в эфире, в интервью Роману Скрипину 2 марта 2017 года, год назад фактически, где вы назвали Эмине Джапар, первого заместителя министра информационной политики, и иногда даже она исполняет обязанности министра информационной политики, вы назвали ее красивой козой. У нас же є Міністерство з питань окупованих територій. О чем вы говорите, Рома? У нас есть Министерство информационной политики. Вы понимаете, что оно делает? І там заступник міністра. Эмине Джапар, да, очень красивая девушка, да, все здорово. Но, знаете, и когда у вас очень красивая коза в доме... Як ви знали, що я хотів сказати? Я знаю, что вы хотите сказать, потому что я по глазам вашим вижу. Мы не смотрим на экстерьер, мы смотрим на результат. Вот, где молоко, которое можно попить? Вот результат где? Вот это что? Есть такая пословица на крымско-татарском языке, она звучит так. Эчкиде дульбергін беклеме, сутн бекле. Вот это очень важно. Если перевести на русский язык, это звучит так. Коза не для того, чтобы она красивая была, она должна давать молоко. То есть козу держат дома для того. Это очень старинная поговорка, у нас ата соза называется. Вы же понимаете, как это прозвучало? Нет, по отношению к Эмине? прозвучало не. Абсолютно четко, все понятно должно было быть. То есть молока мы не видим. Понимаете, это я также, кстати, сказал очень мягко, и нет никакого сексизма. Когда Министерство информационной политики вешает в билборды в Киеве «Крым – це Украина», я об этом говорил. Это что такое? Что мы не знаем, что это «це Украина» или «це США» или «це Лондон», что ли? Нет, Крым захвачен. И поэтому не билборды нужны в Киеве, а реальные действия. То есть людям нужны реальные действия, чтобы они знали и чувствовали каждый день, что за ними заботятся. Есть такое слово английское, где Эмине Джапар очень преуспела, лукафтинг. Вот где этот лукафтинг от Министерства информационной Ну, смотрите, политики? это общее к министерству, да, а все-таки высказались вы персонально по отношению Объясню. к Эмине. Мне лично со стороны кажется, что это что-то действительно персональное. Нужно ли здесь извиняться, или вы все-таки будете продолжать в том же духе? Смотрите, перед женщинами извиняться никогда не стыдно. Я могу извиняться перед всеми женщинами, а перед Эмине Джапар вообще 10 раз, если это каким-то образом ее ущемило. И это абсолютно для меня никаким стеснением не является. Вопрос вот в чем самый главный. Я не рассматриваю, пусть это будет трижды сексизм, что есть в министерствах женщины или мужчины. Там работают сотрудники министерств, в первую очередь. Когда их принимают на работу, им не пишут, что женщина должна занимать этот пост. Нет, вот это будет сексизмом. Каждый сотрудник министерств, любых, которые работают здесь, особенно те, которые вышли от Меджлиса, то есть здесь не надо это скрывать, те люди, которые работают, два зама, что в Минтоте, что в Минстеце, они оба вышли с Меджлиса, то есть по рекомендации Меджлиса. Кстати, Изет Гданов тоже прошел и тоже от Меджлиса акцептованный был и тоже прошел в проспредство. Я к чему привожу? К тому, что люди ждут определенных вещей. Мы находимся, получается, так, что мы на фронт-лайне. Те люди, которые работают, они облаченные властью. Поэтому здесь можно обижаться на Ислямова как-то еще. Я фактически трансформирую то, что люди говорят. И поэтому нужно не отрываться, куда-то там улетать и говорить, что мы там в каком-то стратосфере находимся. И чтобы... Нет, надо наоборот быть с народом, надо ходить в народ, надо общаться. Вот все поселки Стрелковые, Эмине Джапар, крымская татарка, а она почему еще, я могу что-то говорить про нее, она сотрудник АТР была в свое время. И поэтому все-таки на нее, как на сотрудника, я мог определенные надежды возлагать в том числе. Если, как по-другому еще, если кто-то куда-то выдвинулся или выдвинулся в том числе еще от Меджлиса, мы должны на этот гвоздик, пусть он маленький, вешать все остальное в плане именно дел имеется в виду, рюкзачков я имею в виду. Пусть это будет и опять из форм какого-то сексизма. Но любой менеджер, который взялся и пошел от лица крымских татар в правительство куда-то, он должен быть маленьким осликом, но с большими силами, Вы же можете возможностями. кулуарно
это обсуждать, а не публично. А таким образом, получается, вы как одна команда выглядите со стороны, да, все, мы, конечно, мы одна команда, только одна вещь очень важная. Мы не должны бояться определенных открытых площадок, в том числе, когда касается именно публичных вещей. Когда люди выходят работать в правительство, они не должны бояться медиа. И особенно тех людей, которые, как гражданские активисты или гражданские люди, которые могут к ним обратиться, в том числе и публичной плоскости. Неких вопросов я с этим тоже не вижу. Чубаров с утра до вечера, посмотрите, сколько, или Мустафа Джемилев возьмите. Мустафа Джемилев никогда в жизни ни с каким человеком не прекращал общение, или там, и за счет того, что этот человек сказал, что Мустафа Джемилев, допустим, ведет какую-то неправильную политику. Он общался всегда. Ну, Мустафа, да, в этом плане действительно пример и уникальный человек. И демократичный, так, и демократичный, да. Конечно. Вы политкорректный человек? Например, ЛГБТ. Вот как вы относитесь к представителям ЛГБТ? Плохо отношусь. Плохо отношусь, но это не значит, что я там... Хорошо, на марш, который проходит ежегодно в Киев, вы не выйдете, но вы бы запретили его? Вы знаете, я более в этом отношении более радикальный, но я понимаю, что люди имеют возможность выражать свои мнения определенные, в том числе и в сексуальном плане. Я бы ограничивал бы определенные вещи, но опять же, это мое мнение личное. Потому что я все-таки более в этих вопросах, более, так скажем, не совсем политкорректно, если так можно было сказать слово. На прошлом марше равенства в 2017 году там была одна травести, Жанна Семиис, которая работала в Семиизе очень много лет, но после оккупации туда не ногою. У нее очень такая крепкая патриотическая в этом плане позиция. И она сказала такую фразу, которая моментально разлетелась по пророссийским СМИ, что таким маршем мы войдем в Семииз. В Крыму это будет во второй день деоккупации. Мы таким маршем войдем в Семииз. Если бы после деоккупации у вас была возможность повлиять на это, разрешили бы вы такой марш равенства в Крыму? Честно, нет. Не разрешил бы. Все. Учитывая, что вы стали недавно ведущим ток-шоу на АТР, ток-шоу, которое называется «Мост». До этого вся Украина вас узнала как человека, который совершил блокаду Крыма. В то же время вы политик, бизнесмен, журналист, потому что у вас есть свой телеканал. Кто вы сегодня больше, кем вы себя ощущаете? Я не знаю, насколько я политик, потому что я считаю, что сейчас любой крымский татарин, даже который сейчас жарит чебурек где-нибудь там под Киевом или в городе Житомир, он уже в политику втянут. Как бы вы ни пытались уйти и сказать, что вы вне политики. Не только крымский татарин. Да, но крымский татарин особенно, потому что мы между кузницей и наковальней. Опять же, есть пословиц очень много, которые из старины идут, и они тоже характеризуют сегодняшнее наше положение, потому что мы понимаем, что в Украине, в материковой Украине, тоже не все понимают, зачем крымские татары должны быть вообще в Украине, и почему они тоже украинцы, и почему мы должны каким-то образом их любить, или каким-то образом. Поэтому здесь... То есть мы все в политике вынужденно. Это вот прям вынужденно попали все туда. Насколько я бизнесмен, я себя в первое время, конечно, корил, что я не рассчитал вот эту вот политическую игру, и, может быть, нужно было каким-то образом активы в Киев перебросить. Что-то такое. Но это недолго было, потому что все-таки это было бы невозможно. С уровнем того бизнеса, который был, он заточен совсем по-другому. Единственное, кем я сейчас ощущаю себя, это вот командиром батальона Наман Шельбеджихана. Это вот для меня свойственно. Значит, сейчас абсолютно такая вот по мне эта история. Почему? Потому что если мы не будем делать и наращивать кулаки в Украине, в том числе и крымско-татарские кулаки, с той стороны будет больше и больше агрессии к крымским татарам, которые там находятся. Нам нужно в том числе и готовиться к тому, что мы должны иметь, вот я об этом всегда говорил, в том числе и вооруженные силы крымско-татарские, или крымские даже можно их назвать. По поводу теперь информационной войны, почему мост и почему я ведущий. Мост. Проект создан специально для освобождения Крыма. Так получается, что греха таить, не каждый сейчас может себе позволить выйти и открыто выходить с позиции антипутинской среди крымских татар. Объясню почему. Мы можем взять, конечно, украинку, которая живет на материковой Украине, которая в Крым не заезжает, и даже украинцы, многие, они не будут с такой риторикой выходить, с которой выходим мы. Потому что они скажут, слишком можешь подвергать себя опасности. У вас есть возможность выходить на все национальные телеканалы, на самые рейтинговые телеканалы. Вы принимаете участие в этих ток-шоу как спикер, то есть о своей позиции, и вы, Рифат Ага и Мустафа Ага абсолютно спокойно можете говорить. Можем. Да.
Но зачем для этого создавать отдельное ток-шоу, да, и почему Почему? ведущий именно Ленин Объясню. Гаслян? Мы можем выйти, конечно, и можем прождать часами. Ну, кстати, на том же Шустере можно было 2 часа просидеть, чтобы в какой-то момент тебе дали слово. На тех же плюсах, там, куда угодно, пожалуйста, к Влащенко. Вы тоже будете элементом спектакля, который собран и разыгран материковыми украинцами, которые не совсем понимают, что такое Крым. Хоть это слово такое уже заезженное, вот эта вот ментальность, как они говорят, нет. Мы говорим, есть такое крымско-татарское слово «инджеклер». Вот такие вот «инджеклер», это оно больше подходит в этом слове, это тонкости такие определенные. Мало того, так как мы можем говорить, как коренной народ, как песок, глина, камень этого народа, этой земли крымской, ни одно украинское телевидение больше говорить не может. Мы имеем полные права на это. И у вас больше информации, конечно, Конечно. и вы в теме. А почему вы ведущим стали? Больше никого нет. Я с удовольствием, мало того, я с удовольствием этот Может, сюрприз. такая команда журналистов ведущих? Нет человека настолько в теме, в крымской теме, насколько я пока. Вот, пока так. Если кто-то из вас сможет завтра, я с удовольствием, пожалуйста. Но мне кажется, что все-таки здесь еще такой... Вы хотите этого? Это не потому, что вам интересно, очевидно? Нет, абсолютно. Нет, Не если вы- интересно. Нет, смотрите. То есть, если вы найдете достойную замену... Однозначно. Серьезно? Поверьте. Если бы я знал, что Айдара Муждабаева воспримут в Крыму так, как меня, или, допустим, я буду знать, что Мацарского, умнейшего журналиста, или Пашаева, выдающих, будут на самом деле, и Пашаев сможет пройти через эти тонкости, здесь у каждого из нас есть определенные преимущества. Но так как получается с Крымом больше всех связан я из всех из этих ребят, получается лучше, чтобы я был сам. Мало того, гостей все-таки, которых мы приглашаем, когда я сам лично приглашаю, это совсем уже другая история чуть получается. Кто для вас пример тогда? Пример, я имею в виду ведущего ток-шоу. Может быть, вы просили там, людей, профессионалов с телевидения, которые работали в кадре, проконсультировать вас? Ничего такого не было. Шустера я смотрел всегда, я действительно его поклонник. Как он очень интеллигентно, умно выходил из определенных очень таких сложных таких вот положений, которые были в студии. И он в том числе определенный, так скажем, вот телевизионный учитель, хотя я лично никогда с ним не общался, вот так не получалось. Здесь что-то такого, я прям не скажу, что я прям какой-то там ученик кого-то, прям в глобальном смысле. Я думаю, что нет. Мало того, я сейчас не претендую на какие-то там лавры какого-то журналиста или ведущего ток-шоу, нет. Мы запустили проект, который непосредственно наносит удар по идеологической машине, которая находится в Крыму. Я даже не говорю про всю ту часть России, которая осталась за Керченским проливом, я говорю про оккупированный Крым, который считают они Россией. То есть такого не было никогда. Даже в Москве такого не было, чтобы на билборде вешали колонки, то есть звучащие билборды, приглашающие пойти на выборы. И что мы можем противопоставить с материка отсюда? Что мы можем противопоставить? Украинские телеканалы там не работают, только те, которые могут вещать с вышки на Чонгаре, или те, которые выходят на спутник. А сколько стоит один выпуск ток-шоу «Мост»? Это коммерческая тайна. Ну, хотя бы какие-то, хоть приблизительно, да, потому что у вас там большая аудитория, у вас очень много гостей, это уже студия побольше, это совсем другой ресурс, технический в том числе, да, и человеческий. У нас есть несколько бизнесменов, которые нас поддерживают, и поэтому бюджет для нас не такой серьезный, потому что все-таки я зарплату сам себе не начисляю, смысла никакого нет, поэтому... Во сколько раз дороже тогда сделать ток-шоу, да, провести одно ток-шоу, чем просто эфир в студии, там, где ведущий и гость? Дороже, конечно. Ну, я там скажу, хотите, я вот более-менее вам скажу, как от Шустера Лайф, допустим, да, скажу. Ну, в раз, наверное, в 30 мы глобального прям слова, даже ток-шоу, как бы это тоже не подходит, потому что мы все-таки делаем той команды, которая есть на телеканале, и больше она такая альтруистски настроена, и здесь люди делают это не для серебра какого-то там, или злата, а для того, чтобы все-таки помочь чем-то тем людям, которые остались в Крыму. У вас очень плотный график. Я даже исхожу из того, ну, во-первых, какая у вас активность, да, и сколько мы с вами договаривались об интервью, больше месяца точно. В процентном соотношении, если вы так сможете сейчас подсчитать, примерно сколько в вашей жизни работы, да, с АТРом, какой-то другой деятельности, семьи, друзей, личного досуга, есть ли он у вас? Во-первых, я личный досуг полностью исключил, его нет. И мы не можем его себе позволить, я имею в виду мы, вот те люди, которые сказали, что Крым должен вернуться именно, и сказали, и делают это. Я так считаю. Никаких выходных, никаких праздников и никаких, ну, кроме нескольких праздников, которые должны быть с семьей. Мало того, я
стараюсь, не всегда так получается, все-таки уделять семье столько же времени, сколько уделяю работе, потому что это тоже очень важно, и семья имеет на это право. Дети должны видеть отца, и они должны общаться с целой семьей, целостной семьей. Это тоже очень важно. Поэтому я не сказал бы, что я так перегружен. Вот Мустафа Джемилев и даже уже сейчас Чайгоз, включившись в процесс, вот я думаю, что они определенным образом вот они не видят семью, потому что им приходится улетать надолго. Я все-таки нахожусь в Киеве или на границе, и где бы я ни находился, я в любом случае нахожусь и отчасти с семьей. Ну, в процентном соотношении тогда ваша деятельность и ваша семья. Наверное, 60 работа, 40 семья, если взять с ночью вместе вот так вот, да. Если говорить про бизнес, да, ну вообще вы из династии врачей, вы уже сказали, что у вас медицинское образование, вы окончили стоматологический факультет Ташкентского медицинского института, оказались в бизнесе. Для многих, на самом деле, вот я с журналистами, да, конечно, там со своими коллегами общалась, есть такой вопрос, а как у вас получилось создать такую империю, да, стать бизнесменом? В принципе, почему вы не пошли в медицину и как удалось построить это? Был ли у вас какой-то стартовый капитал или вы прям попали в нужное время, в нужное место? И как это произошло? Я вообще хочу сказать, что врачи — это вообще очень интересные люди. Я себя не причисляю к врачам, просто получил медицинское образование. Вообще медицинское образование дает очень широкий такой вайдскриновый формат мышления. Это вообще отдельные люди, вообще врачи. Вообще очень много выдающихся людей, особенно еще стоматологи. Я, конечно, это шутя говорю, но в каждой шутке есть доля истины. Не было никакого стартового капитала. Отец был главврачом поликлиники и пострадал, сняли с работы именно за национальную политику, тоже в то время советское. Поэтому в Ташкенте я выучился, и никакого стартового капитала не было, просто пошло. И из Ташкента бы я не уезжал, если бы не было... Как это пошло? Можете расшифровать немного? Ну, во-первых, был чековый магазин, помните, была потом «Березка», вот мы там находились вот в этой «Березке», какие-то джинсы привозили. Все То есть вы с торговли начали? Конечно, с торговли. Потом я стал строить дома в Ташкенте, квартиры, ремонты. То есть вот эта фирма «Олека», которая была тогда, она строила уже за год там 30 квартир или там 2 дома. То есть, в принципе, вот это вот строительство домов, оно, в принципе, давало очень хороший стартовый капитал. У вас были партнеры или это все империя, которую лично вы построили? Не было никаких партнеров. С партнерами очень сложно бывает. Поэтому я посмотрел, как друзья работают с партнерами и понимал, что с партнерами нам не по пути. Мало того, характеры могут быть разные. И я люблю принимать решения сам. И я вот никогда ни на кого не работал. То есть, чтобы кто-то был у меня начальником и говорил мне, что делать. Вот для меня это очень сложно. Я могу слушать только очень так, урметле, таких уважаемых людей. Это отец в первую очередь, дедушка был, и наши лидеры, конечно. И то им приходится во многих вопросах убеждать. И надо дать должное у них терпению в том числе. Угу. Ну вот как говорят, про первый миллион не спрашивайте, да, как он был заработан. Вы можете сказать, первый миллион заработан честно? Или все-таки какие-то моменты? Учитывая, что мы знаем, как строится иногда бизнес, да? Как понимаете, честно, это что такое? Нет, инструментарий тот, который пользовались все бизнесмены. Это что в Ташкенте, то есть это люди никакими счетами тогда не пользовались. Они пользовались кешем, когда покупали квартиры или покупали машины, что-то еще. Я думаю, что до сих пор так пользуются, мое мнение. В России были официальные налоговые какие-то были возможности тогда тоже, в том числе был штат целой финансовой службы, которые минимизировали. Но во всем остальном, в принципе, платили налоги, потому что вот с продажи банков огромные деньги платились. То есть в бюджет платился больше 10 миллионов долларов платилось в год. То есть поэтому... Так что здесь вы правильно сказали, что до миллиона это одна история, после миллиона там уже все есть декларации, да. Скажите, вот по поводу вашего имущества, которое в России продавали с аукциона, 28 ноября 2017 года у нас на сайте вышел материал под заголовком «Банкротство Ислямова. Кому досталась недвижимость крымского бизнесмена». Тогда наш журналист пытался с вами связаться, но у вас накладки были по времени, да, поэтому без вашего комментария был опубликован материал. Вот если так сказать, что реально тогда было продано с аукциона? Это же еще было в счет кредита в Сбербанк, да, это все делал. Но, собственно, что у вас осталось и какую, может быть, опять же, в процентном соотношении, что все-таки из молотка ушло? В свое время, даже когда я был здесь,
работала SimCity, Валентина Самар сделала материал, потому что вот у ислямов еще здесь, уже на блокаде, а автобусы еще ходят его в Симферополе. Буквально на следующий день, хотя это бизнес отца, и никакого отношения ко мне не имел, на следующий день отцу тоже перекрыли, прям вот, вы понимаете, что все-таки есть количество транспорта определенное на численность населения, которое там находится. И поэтому мы тогда считали, 35% перевозок по Крыму закрывала именно SimCity Trans. В Москве, когда со мной вот эти вот вели эти переговоры, или ты, значит, с нами, или, значит, мы у тебя все заберем, все такое прочее, вот они тоже говорили, что мы у тебя все заберем, оставится только мы активы заберем, пассивы у тебя останутся. Вот банк забрала какая-то группировка вообще отдельная, которая приехала, и даже после того, как я уже был здесь, они использовали банк для каких-то там своих целей. Квартиры, которые были в Москве, причем одна вообще была переписана даже не на моем имени, они забрали тоже под каким-то надуманным предлогом. Айком, вот эти компании, которые продавали Apple в Крыму, их 7 магазинов, просто поставили нож к этой девушке, которая управляла этим магазином. Они тоже были оформлены не на меня. То есть там то, что вот это ислямов собственник, нет. Они де-факто мне принадлежали, а де-юре могли принадлежать кому угодно. То есть я тоже вел как-то так, чтобы не надо было оформлять именно на меня. Айком де-факто работает? Да, они перевели в Рустор, и эта девушка работает, я так понял, на ФСБ. Прям прямой, у нее там есть куратор какой-то. А у вас есть какое-то влияние или получаете ли вы доход? Невозможно. Каким образом, с какого? Я так думаю, что эти девушки поставили условия, потому что эта девушка забрала магазины, и на кого она переписала, только узнаем, когда вернемся в Крым. Вот в чем опасность, когда не на вас оформлен бизнес, получается, да. Но если говорить о... А домах вы сказали, вот по поводу Сбербанка, я вам сейчас даже скажу. То есть у вас в собственности что-то вот сейчас, смотрите, на что вы можете влиять? Чтобы вы понимали, компания больше $1 миллиарда с оборотом годовым, да? больше 20 с лишним миллионов долларов чистой прибыли в год давал холдинг. Это Атлант, я туда не приписываю, это АТР, это отдельная история, это такая история была больше для души. Потому что телевидение — это недоходный бизнес. Так вот, в Сбербанке Queen Group компания была в ВИПах, то есть ВИП-клиенты, потому что с нашими оборотами, с нашими возможностями. Поэтому сам Сбербанк, в принципе, был очень доволен тем, что мы там работали. Мы работали 10 лет со Сбербанком. Вся эта история, которая произошла уже потом, Сбербанк, я думаю, тоже в последнюю очередь в это во все втянулся. Причем, когда эта политика стала отражаться на моем бизнесе, она начала отражаться с самого первого дня, как это случилось аннексия. То есть сразу перерыли все компании, тут же приехала налоговая, тут же приехала МЧС, пожарники, какая-то скорая помощь, и приехали службы коммунальщики, которые разрывали вокруг офисов канаву зачем-то. Вот это вот вообще очень интересная история. Вскрывали полы, дергали дермантины везде. Это вот насколько был прессинг на те компании, которые мне принадлежали. Хотя я такой вот прям проукраинской позиции не было. Да, мы транслировали Майдан, там был Осман Пашаев, все такое прочее. Но чтобы вот так поступали, именно с таким человеком моего уровня, да, вот, это было очень странно в тот момент. Так вот, сейчас сегодняшние активы, которые забирает, это забирает не Сбербанк. Сбербанк, как любой крупный банк, создал резервы и все. Забирает Аксенов. То есть это забирают его люди, те самые, которые хотели забрать телеканалы, которые хотели забрать SimCity, и которые это те люди, которым сейчас бенефициары, видимо, сидят в Москве, но формально это все исполняют Аксенов и все остальные. Вот это вот его комарилья. Есть ли у вас на сегодняшний день в России или в Крыму бизнес или недвижимость, которую вы можете контролировать, с которой вы можете получать доход? Нет, абсолютно ничего такого нет. Все или заморожено, или отобрано, или на каких-то штрафплощадках. Больше 1000 автомобилей было в Крыму на парковке, и тоже судьба их неизвестна, где они и что они. Огромное количество машин было даже на SimCity, количество автобусов. Мы это сейчас не можем ничего контролировать, потому что это все было вывезено, забрано и все. Оставили только те вещи, которые можно нам предъявлять, или вот насчет которых можно было потом списывать. Огромное количество штрафов было начислено компаниям, которые мы работали, за неуплату налогов, каких-то НДСов. И даже первое время управленцы, которые оставались в Крыму, они даже пытались платить, с выручки пытались платить эти налоги, хотя я с первого дня считал, что это абсолютно бесперспективная история. После этого аукциона удалось ли погасить весь ваш долг? Я не знаю. Не знаете, то есть вы вообще... Абсолютно, потому что как только бы я включился бы в процесс того, что начал бы это все оспаривать, крымский процесс, то это была бы легитимизация всего того, что на самом деле происходит в Крыму. То есть меня нет,
То есть я не могу на это каким-то образом повлиять. На меня давит машина, получается, государственная машина Российской империи сегодняшней, а мы должны это ходить по судам и доказывать, и тратя на это кучу денег. Конкретно, что вам российская сторона предлагала за то, чтобы вы поддержали аннексию Крыма? Смотрите, во-первых, мы говорили о том, что в Крыму не было Украины вот в том понимании, которое мы сейчас понимаем. И даже я думаю, что во всей материковой Украине не было той свободной Украины. Да? Ну, тем не менее, Крым был де юре и де факто. Да. В так границах. вот, те люди, которые пришли, чтобы вы понимали, для крымских татар, которые там остались, те люди остались те же самыми. Та же самая служба СБУ, Беспеки Украины, которая почти в полном составе перешла в ФСБ. Те же самые военные. Слава богу, часть военных все-таки выехала сюда. То есть милиция в полном составе. Вот если взять мой офис напротив окна, окно такое вот, французское окно было в Сим-Сити, чтобы вы понимали, полиция сопровождала военные машины, которые ехали через Керчь. Вот они заезжали и потом по Феодосийской трассе ехали. Их сопровождала украинская полиция, то есть с украинскими номерами. Вы это все видели? Конечно. С нами со всеми вели переговоры, с нами со всеми разговаривали. Формат общения был разный. Вот в цифрах, если вы хотели, чтобы вы понимали. Вот в мой банк сказали, что мы заведем в твой банк деньги «Газпрома». Мы сделаем твой банк образующий, как бы там, бюджетообразующий, как бы там будет работать с бюджетом Крыма. То есть вот эти вот все вещи, которые работали. Только что я полетел к Путину, вот когда вот этот вот путинский вот этот вот был шабаш, когда он собирал вместе всех этих как бы крымских татар. На самом деле поехали туда все отщепенцы, потому что тот формат общения, который должен был быть, это если Путин говорил бы о судьбе Крыма, он должен был говорить с правительством Украины, с президентом Украины и с представителями Меджлиса, на что настаивал Чубаров, что формат должен быть такой, то есть правительственный или государственный формат общения. Что было сказано, что Украины больше нет, вот если вы поедете за свой народ, вы должны за свой народ ратовать. Вы же не хотите, чтобы ваш народ пострадал, а он может пострадать. Ну, Путин бы вам наверняка прямо так не предлагал какие-то экономические бонусы, да, за это. Но наверняка перед этой встречей вам конкретно вещи, вот о которых вы сказали, я вам говорил, должность да. какая-то. Нет, должности там не в этом было. Там предлагались огромное количество денег и сделать так, чтобы вы были, как это скажут, объединили всех, и вы были бы главной среди крымских татар. Вот то, что сейчас делает Бальбек, вот там остался вот этот Руслан, я его в жизни никогда не видел, этого человека. Вот что-то нечто подобное, что вот все остальные чиновники должны были находиться, и все остальные крымские татары там. То есть вы не пошли на такие договорники. Но, собственно, что случилось, так это то, что вы стали представителем Меджлиса вместе с Зауром Смирновым в правительстве, в российском правительстве Аксенова. Я бы хотела уточнить у вас вот по поводу того Курултая, но та фраза, которую вы там сказали, она там прозвучала на Курултае, что весь народ не может быть диссидентом. Вот как вам сейчас кажется, спустя 4 года, не ошибались ли вы? Нет, я не ошибался, в глобальном отношении не ошибался. Я не говорил про себя, я говорил про весь народ. И весь народ действительно не диссиденты. Потому что часть народа выключилась просто, знаете, как в ракушку зашли, и они пытаются вообще ничего не видеть, ничего не слышать. Вот в таком формате находится, в таком капсулированном формате. Часть народа, слава богу, борется. И они борются на собственной земле, передающей силой. Я не говорил про себя. Если бы я сказал, что я не буду диссидентом, то я бы, наверное, солгал, потому что с первого дня я имел кучу неприятностей того, что связано с аннексией. Мало того, мы вели переговоры и должны были вели переговоры, но именно Меджлисом. Вот обратите внимание, Чубаров об этом говорил. Меджлис принимал решения коллективные. И когда выдвигали туда, действительно так, потому что была так история, что, если вы помните, март месяц, уже прошел референдум. Украинские военные выходят с Крыма. Прям берут свои вещи, их грузят в Уралы и они выезжают. Забирают какую-то технику, пушки, все это выходит с Крыма. И мы остаемся в Крыму сами. Вот мы не можем позвонить ни в СБУ, мы не можем позвонить в милицию, сказать, вот спасите телеканал АТР, или спасите это, спасите то. Причем вот если взять глобально, здесь вот только то, что я чем владел, 600 человек работало в Крыму, так скажем, на меня работает, если вот прямо так сказать, капиталистически. Это каждый человек нес какую-то лепешку домой этого хлеба, который зарабатывал на этих предприятиях. Это семьи, это умножьте на 4. Это получается 2400 человек фактически были завязаны каким-то образом с Ислямовым, каким-то образом. И получается,
спасая этих людей даже на время. Потому что мы ждали бандеровцев, которые 100 тысяч бандеровцев сейчас приедут. Они настоящие ширы украинцы, они спасут Крым. Мы ждали, каждый день велись переговоры. С одной стороны, мы разговаривали с теми, кто, вот, как Биланинцев, Аксенов, там, и вот вся это, ну, с Аксеновым в меньшей степени, все вот это вот мишпуха, которая приехала с России. А с другой стороны, мы общались с материковыми украинцами, которые говорили: держитесь, мы здесь, мы готовимся. Какие-то морпехи должны были высадиться с Херсона и зайти в Крым. Где это вся была история? И поэтому на Курултае действительно была сказана такая фраза, потому что это действительно диссидентство. Я до конца даже не отдавал себе отчет масштаба того, что будет происходить. Я думаю, что никто не отдавал. И об этом кто-то из вас, из лидеров, тоже говорил, о том, что мировые лидеры говорили, что держитесь, мы не знаем, что делать. И никто не знал, что делать. Я нашел уже в это время уже нашел этот ответ, потому что все-таки Версальский мир рушился в первой половине 20 века. Да? Сейчас рушился Будапештский мир, который был связан с Будапештским договором. Да? И все, что происходит в таких тектонических сдвигах, маленькие народы, вот как крымско-татарский, он действительно тот народ, который коренной народ, но малочисленный. Нам нужно было выживать. Поэтому исполнять обязанности Меджлисом были направлены 2 человека. Там было написано: на 2 недели будет исполнять обязанности вице-премьера Ислямов и рескомнац Заур Смирнов. Исполнять обязанности. И там было дальше написано: назначение 2 этих людей не связано с признанием аннексии Крыма. Никаким образом ни в голосовании, ни в чем-то еще эти люди принимать не будут эту бумажку. Это была бумажка, которая их в ярость привела, русских. Но это бумажка, которую мы им отдали. Вот формат командной игры предполагает в Меджлисе, что каждый взяли за руку в команду, в плечо, и цепочку эту не рвем. Вот так должны были быть. Поэтому ни Чубаров, ни я, ни кто-то еще не полетели к Путину на переговоры. Все вместе. У нас есть лидер Мустафа Джемилев. Многие вещи могут кому-то не нравиться, а многие вещи вразрез могут идти твоей позиции. Но решение шуры принимается, потому что ответственность за эти решения весь народ несет потом. Было голосование. Мустафа Джемилев, он тогда был за или против того, чтобы все-таки делегировать представителей? Я не знаю его позицию, но я думаю, что он не говорил мне ни за, ни нет, потому что мы летали с Чубаровым в Стамбул, причем летали через Анапу, вот так вот летали и разговаривали с ним, потому что у нас не было другого выхода. Если бы он вам тогда сказал вот нет? Тогда я не пошел бы. То есть просто такого четкого... Не было. Если бы он сказал бы нет, потому что Мустафа Джемилев тоже выигрывал время. Мы все выигрывали время тогда. Мы спасали весь народ, в том числе я спасал свой коллектив, который есть, свои предприятия, потому что это тоже народ. И каждый из нас делал какую-то ту миссию, которую считал правильной, но обсуждая. И решение принимал Меджлис. Это очень важно. Да, это важно, что это коллективное решение. Да, это мало правда. того, чтобы вы понимали, на материковой Украине вы должны понимать, у крымских татар должна быть своя политика внутри украинской политики, с которой должны считаться власти Украины. Украинцы нас понимают. Потому что украинской политики в этой стране тоже мало когда было, именно вот проукраинской политики. Она была пророссийская, про какая-то еще, но вот пропольская в том числе. А вот сейчас проукраинская должна быть. И внутри ней прокрымско-татарская. Это самая, кстати, крепкая скрепа, которая может быть, о которой вот Путин никак ее придумать не может. Там вот он весь мир делает русским, и балтийские страны делают русскими, там Европу делает русскими, Казахстан считает русской землей, среднеазиатские страны. А здесь нам даже придумывать ничего не надо. Это вот ложная скрепа, а здесь живая, потому что у нас связывает очень многие вещи. Ну, украинцы понимают крымско-татарский народ, да, когда, особенно если не знали историю и познакомились с этим. Но, например, некоторые ваши цитаты из ваших интервью тогда в 2014 году многие понять действительно не могут. Давайте. Мы сможем сделать, на самом деле, то, что долгие годы не удавалось сделать, находясь в составе Украины. Это действительно исторический шанс. Если мы этого не сделаем, если мы так попустительски, вот так вот популистски отнесемся, скажем, мы это там, мы то там, мы не признаем, мы туда, это можно делать только в том случае, если люди безответственные, а мы ответственные люди. Поэтому мы должны сделать так, чтобы следующее поколение сказало, что им было сложно принимать такие решения исторические, но они это сделали. И сейчас мы живем в другом, на самом деле, как бы там мире. То есть мы должны этот мир создать. Как время нужно, чтобы крымские татары поняли, что Россия не враг, что
Сегодняшняя Россия отличается от России советской, которая там Советского Союза, который вот так вот поступил с народом. Более того, вы там говорите еще в интервью Крыминформу, что Крым это теперь субъект России, теперь вот, собственно, нужен. Да. Вы считали так на самом деле? Секундочку, я еще Или раз повторяю. это просто необходимо было? Мы тогда действовали так. Если я вам покажу мандат, посмотрите, он есть на сайте Меджлиса. Исполнять обязанности. Это значило находиться в среде тех людей, которые захватили Крым. А это люди, фактически ничего не поменявшиеся. Это те же самые сотрудники СБУ. Они теперь с новым удостоверением. Это начальники Да-да-да, милиции. но Вот именно услышьте, для всего народа ничего не поменялось. Это те же самые люди. Задача была, находясь там, ждать и выждать время, что и делал Меджлис, не принимая резких решений. Если вам скажут, от вашего решения или от ваших слов будет зависеть судьба даже одного ребенка, да? Вы как вы думаете, вы будете думать об этом ребенке хотя бы, что вам говорить что-то или нет? Или вы будете, находясь здесь с Киева, давать кому-то советы? Вот как Пашинский сказал там в интервью, когда мы были вместе, не интервью, а шоу, Направо на да, Влада. направо на Влада, что давали оружие. Мы выяснили, что оружия никакого не было. Хотя ходили мы с другой стороны и спрашивали оружие. То есть, вот, чтобы вы понимали, мы собирались, отправили людей, которые искали оружие в воинских частях, а с другой стороны мы с ними были в каком-то контакте. Вот такой двойственный был момент. Я даже вам больше скажу, если бы была бы у нас спецсвязь на тот момент какая-то определенная, и могла бы быть какая-то закрытая более информация между Чубаровым, Джемилевым, Ислямовым там, и кем-то еще, то есть мы могли бы более надолго протянуть процесс того, что называется нахождение в Крыму, вот именно в том формате. Да, но зачем говорить, что Крым, вот этот материал Да. Крыминформа, да, там есть, что Крым это теперь субъект России. Такого Это я не 4 говорил. апреля Во-первых, было опубликовано. Вам, значит, надо обратиться с тем, Да, чтобы они что-то да, отредактировали. хорошо, отредактируем, Потому посмотрим. что именно эта фраза, она, в принципе, перечеркивает все, что вы сказали выше. Вы знаете, что я вам хочу сказать? Смотрите, мы сейчас сидим с вами на материковой Украине, да, замечательным образом можем здесь отсюда все что угодно говорить. Находясь в Крыму и находясь ответственно, тогда тоже в том числе ответственно, заявлять определенные вещи, нужно было, думая, очень важные вещи делать. Задача была моя там нахождение, выиграть время. Я это время выигрывал. Если бы Крыминформ или кто-то там, я не знаю, кто там, радио Крым Реалии, кто-то еще, которого, кстати, не было тогда вообще в природе. Это сейчас мы можем так замечательно такими ширыми украинцами быть, еще раз. Я тогда еще раз вам говорю, что я принимал тогда решение быстро, общаясь с Чубаровым, с Джемилевым и с Меджлисом. Делали то, что могли делать, не выходя за рамки. То есть мы не голосовали никуда, не ходили на референдум, не призывали. На телеканале АТР, который я собственником которого являюсь, ни разу не вешали русский флаг, если вы помните. Мы держали. Но вам нужны, я понимаю, определенные сенсации, определенные булки. Я вам еще раз говорю. Мы держали то, что мы держали. Правильно мы сделали, неправильно я сделал определенные вещи. Это будет исторический контекст, уже более поколение будет. Но очень важно, что вы сказали, что эту фразу вы не говорили. Я не помню, да? да, если, я не говорил таких фраз, я вот Или не я себя помните? помню. Я не могу точно сказать, что я говорил или не говорил, но если даже я говорил, мне бы не стыдно было бы чего-то извиниться, честное слово. Но формат держать оборону тогда, задача была, что угодно, как угодно делать, но ни в коем случае не идти в конфронтацию, но не идти в эту сторону. Вот Спустя задача была. 4 года, зная то, что вы знаете сейчас, не считаете ли вы это решение ошибочным? И как бы вы поступили, если бы вот Я на тот скажу момент только знали? за себя, опять же, не за Меджлис и не за Конгресс, за себя лично. Я бы поднимал народ, я бы ввел... Все-таки я имел охранные структуры, больше 100 человек было под ружьем. Было огромное количество людей, которые готовы были сражаться. Можно было это сделать, ценой большой крови можно было это сделать. Мы рано или поздно все равно ее прольем. Я считаю, что все равно прольем. Я опять же за себя говорю, не говорю за кого-то еще. Некоторые там будут говорить, вот пусть своих сыновья мои со мной были, и остаются со мной всегда. И я сам первый возглавил бы все это дело, а не сидел бы где-нибудь в палатке, где-то еще. И опять же за себя говорю, это мое мнение. Было 6, может быть 10, может быть 15 часов тогда, вот этого времени, когда можно было это делать. Но опять же не было закрытой связи, не было какой-то коммуникации с материком, где люди бы принимали какие-то решительные действия. Если вы помните, вспомните Черчилля, который говорил, во время войны нужны решительные действия, а во время поражения нужны мужество. Вот, то есть война — это решительность, поражение — мужество. А в мирное время добрая воля нужна. Вот, пожалуйста, где наша решительность Украины? А все-таки хочется, чтобы вы закончили. Если бы 4 года назад вы знали то, что вы знаете сейчас, Я бы вы пошел, да, конечно, я сказал, я поднимал бы, сам лично поднимал народ, опять же. Я сам пошел бы с той командой, которая была тогда со мной, вот в первый бросок, в первые дни. То есть вице-премьером Коксенов?
Не пошел бы. Вот по вашему мнению, фигура премьер-министра Крыма на тот момент, она могла сыграть какую-то вот другую роль или действительно у него были связаны руки? Я думаю, что сама поездка Могилева в Москву в декабре или в ноябре, потом Константинов летал. Крым сдавали до этого. То есть Могилев, конечно, мог сделать, но он был сам одной из частиц того мира Януковича. То есть он же человек Януковича был, он уже был встроен в эту систему. Он также запрещал 18 мая. Также перерубал, с его команды был перерублен интернет-канал, когда мы передавали с площади, соединяли Киев, Майдан с площадью в Симферополе Ленина. То есть все это было при нем сделано. И такие вещи, как папка на собственника, у него была на столе папка на собственника телеканала АТР. Он мне говорил, у меня вот столько на тебя компрометирующего материала, там я тебя вот так вот в порошок сотру, если ты не прекратишь показывать Майдан. Но я после этой встречи вышел и сказал своим, увеличьте количество показов Майдана. Он попытался на меня давить. Потом каким-то образом он с отцом каким-то образом через Кинджалиева, там, Рифата, они каким-то образом с отцом встретились, и отец меня попросил, говорит, ты можешь как-то, я сказал, баба, ты в это не вмешивайся, это должно быть вот так. Отец, даже через отца они пытались на меня повлиять, чтобы не было Майдана, стримов Майдана, который делал Осман Пашаев на телеканале АТР. То есть у нас была лайфюха, две лайфюхи, которые отсюда стримили весь этот Майдан. Вот с того времени у нас с Могилевым не получалось общения. То, что мог ли он что-то делать, конечно, мог, он премьер-министр. Встать всех под ружье, вставая страна огромная, потому что 18 тысяч военных, 1000 с лишним или там 2000 с лишним сотрудников СБУ, Альфа, Беркут тот же самый. И если вы помните, он ездил к Беркуту и спасал Беркут как бы от того, чтобы там граждане какие-то не напали, не сожгли Беркут, все такое прочее. То есть вооруженных людей спасать от гражданского общества. Очень многие вещи, которые пока здесь на материке, мы не можем похвастаться, что мы преуспели. Чем мы можем похвастаться? Но вы, очевидно, можете похвастаться тем, что в сентябре 2015 года как раз вы стали инициатором акции «Гражданская блокада Крыма». Тогда с материковой части на полуостров прекратили поставлять продовольственные товары, позже электроэнергию из-за подрыва неизвестными энергоопор. Включение ваше с админ-границы впечатляли, потому что это очень много людей в военной форме, с закрытыми лицами, в балаклавах. Вы в центре, воинственный такой месседж отправляли сюда, в Киев и в Крым также. То есть получается, наверное, мне кажется, вы собой гордитесь в этом плане. Вот сегодня, опять же, анализируя, да, все, что случилось, вы бы повторили блокаду? Обязательно повторил бы. Гордиться, не гордиться, я не стал бы такой термин применять. Вот гордиться будем тогда, когда мы вернемся в Крым, и вот там уже в Крыму умрем. Вот это вот наше, может быть, от старости, может быть, от пули врага, неважно. Умереть воином — это честь для любого мужчины, особенно крымского татарина. И на этой стезе я буду стоять, пока мы не вернемся. Мало того, мы должны вот этот вот вихрь создать, порыв ветра, двигающего всех нас в Крым. Вы знаете, в этом даже есть Божья благодать, потому что крымские татары не были признаны на материковой Украине, вообще в Украине не были признаны, находясь вот с таким вот, не побоюсь этого слова, негритянским статусом находились. Это хотя слово негр, оно не очень популярно, скажем так, да, но West Oriental джентльмены есть в Америке, вок, да, мены. Вот мы такими вок-менами в Украине были, потому что в садик нельзя было, в школу нельзя было, крымскую татарскую школу открыть было нельзя было, сложности были тогда. Так вот, при сегодняшней, то есть дедушки нас запустили в Крым, они нас завезли, наши родители. Мы в Крым заехали, но статусом коренного народа не обладали. То есть мы обладали какими-то вот понаехавшими сюда, хотя мы у себя дома. Поэтому, видимо, Господь нас вернул, некоторых из нас сюда, чтобы мы, уже взяв статус легитимности и пониманием уже того, что мы единый народ с украинцами, в едином политическом плане единый народ, политически мы связаны, навеки связаны. Вот этот вот политический статус, чтобы мы зашли с этим политическим статусом в Крым, уже на другом уровне, чтобы находились. Это про автономию мы еще поговорим. Да, я бы хотела еще про блокаду уточнить. Вот, довольны ли вы результатом, гордитесь ли вы своими действиями? Я горжусь тем, что люди, которые были со мной, они сделали то, что должны были сделать свободные люди. Подрыв электроопор неизвестными энергоопоры. Это русские террористы сделали. Ну Нет, да, не мы, это, не мы. конечно же, не Ислямов. Нет, конечно.
Вы что хотите, чтобы А я зачем написал русским вам надо явку было с повинной, что ли? Мне просто интересно, Я- потому что это вот как будто, знаете, все очевидно, но тем не менее вы говорите, что нет. Очевидно, это то, что Всё-таки- Крым захвачен. Очевидно, что материковая власть Украины на тот момент торговала с Крымом. И это обезличивало все, что делает гражданское общество. Это обезличивало те смерти, которые в Крыму были принесены, те пропажи людей, те убитые и убиенные граждане Украины, которые на Донбассе умирают. А с этой стороны идет торговля. Было очень стыдно и позорно, когда нам, активистам гражданской блокады, предлагали манну здесь. Понятно было, что когда там ФСБшники предлагали деньги, почему здесь предлагали на материковой Украине нам деньги, чтобы мы этого не делали. То есть это категорически было, входило в такой когнитивный диссонанс какой-то с нашим пониманием свободной А то, что Украины. Украина электроэнергию поставляла. Это позор той Украины, которая была, я имею в виду властей Украины, которые гражданское общество, я благодарен гражданскому обществу, а властям тогда я бы не советовал больше этого делать. То есть то, что случилось, энергоблокада, так как она случилась, да, подрыв, опять же, неизвестный, вы говорите, что это российские Мы террористы. этого не делали, да, это делали что-то- российские что-то диверсанты. российские диверсанты делали, но тем не менее это случилось. Так вот, по факту вы довольны результатом, что вот за продовольственной блокадой, собственно, случилась еще и энергоблокада? Мы сделали так, чтобы Путину пришлось платить за аннексию Крыма дополнительные деньги. Мы сделали так, что мы заблокировали ремонт этих энергоопор властями Украины на тот момент, которые готовы были с завтрашнего дня, прямо с сегодняшнего дня начать возобновить поставки. Мы сделали так, чтобы мы не испугались, и вооруженные силы Украины, слава богу, не испугались танков, в тот момент подогнанных на Каланчак. Если вы помните, там только на Чангаре есть еще вода, а Каланчак, Чаплынка, там вообще ровная поверхность, на которой можно был такой танковый прорыв. Так они вывели с капониров, вывели танки и поставили вот так в ряд, и они гудели. Их гул был слышен. И все-таки военные, которые там стояли, я некоторых знаю по именам командиров, они не испугались. Они были, хотя им дали приказ, в том числе власти Украины, наоборот, штурмовать нас тогда. Потому что мы могли вызвать вооруженный конфликт между Россией и Украиной, вот этим вот блокированием ремонтов этих опор. И когда подъехали к нам военные, чтобы нас вышвырнуть оттуда БТРами, украинские военные, позывной Гюрза, он подошел, сказал, что имею честь, и это вот даже сейчас говорю, а уж самому вашему Мурашки, пожал руку и сказал, что вооруженные силы Украины с гражданским обществом не воюют. И развернулся и уехал. Хотя полицейские остались, они его ругали, материли, сказали, вот ты не делаешь то, что тебе приказывают, все такое прочее. Мы не позволили тогда вот этой старой украинской команде, которая была тогда во власти, бесчестно торговать с оккупированной территорией. То есть мы вернули честь отчасти. Потому что без нас ни одна другая какая-то гражданская инициатива бы вот относительно Крыма не сработала. То есть срабатывает только тогда, когда есть крымско-татарский фактор. Это понимает уже сегодняшний Путин, потому что без лояльности, без согласия крымско-татар он сделать ничего не сможет. Сколько оружия у Ленуры Ислямовой? Я сам оружие, я сам огромное оружие, поэтому... А если говорить о настоящем оружии, физически, которое присутствует, Вы возможно... во мне видите оружие? Нет, я вас не вижу, просто есть информация, да, от Нацполиции Украины, с Херсонщины, что изъятое у Аскера оружие оказалось боевым. И почему вы сказали, что он не боевое, а в Нацполиции говорят, что все-таки боевой? У нас есть оружие, информационное оружие есть, у нас есть силы, да, и есть дух. Оружия в Украине достаточно для того, чтобы мы могли сделать то, что должны сделать, освободить Крым, если будем знать, что там начнется проливаться массово кровь. Давайте конкретно по Аскеру. Теперь по поводу Да. Аскера. Значит, по поводу Аскера, то, что происходило, вот это вот бесчестное вторжение на территорию батальона, когда не было там командиров, я был в Киеве в этот момент, там оставалось всего 17 человек охраны вот этого поселка, самого батальона. То есть остальной батальон был рассредоточен, это же Каланчак, Чаплынка. Даже собраться нам нужно было время, это сделано было вот именно 34-м батальоном, где позывной майор у этого командира, который всю ночь пропьянствовал тогда, заставил краснеть комбрига, который был тогда там. Но мы эту историю забыли и не стали выяснять отношения, потому что очень было бы интересно русским, чтобы крымский татарин стрелял в украинца, а украинец в крымского татарина. То есть нужен был такой межэтнический конфликт. Вот это вот поджечь межэтнический конфликт. Кому это нужно было? Русским, конечно. Но, Русским. смотрите, Нацполиция же обнаружила, да? Нацполиция приехала уже потом.
Вот с первого дня начала блокады мы находились постоянно под, так скажем, под возможностью нас уничтожить русскими. В том числе и какие-то ДРГ-группы, которые могли зайти туда. Или, допустим, кто-то мог на материке, находясь, вот такие вот, как Краснов, которого нашли с 40 килограммами тротила, который должен был нас взорвать. Причем взорвать он должен был нас в прямом эфире. Когда вот мы выходили, вы знаете... На связь вы да, выходили, да, включались. вот этот момент он должен был нас взорвать. Причем вот такие вот моменты были, мы и сейчас даже с вами не можем гарантировать за то, что вот у нас в Киеве здесь все спокойно, у нас здесь нет террористов и диверсантов. Они есть. Здесь вопрос другой, насколько в тот или иной момент вы сможете быть способными противостоять. В ночь с 12 на 13 февраля стало известно об этом инциденте в селе Чангар, недалеко от админграницы с Крымом. Оперативное командование Юг сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщило, что их представители выполняли боевые задачи. В это время на позиции прибыли максимально вооруженные представители незаконно вооруженного формирования, и представители командования Юг утверждали, что приняли меры согласно уставу. Да, замечательно. То есть... Хорошо, смотрите, я вам так скажу, что этот конфликт закрыт с вооруженными силами. Этот конфликт нужен был русским. Разжечь межэтнический конфликт нужен быть русским. Если вы хотите это дальше распространять, то есть вот это можно будет сделать после того, как мы освободим Крым, и вот сядем с вооруженными силами именно тех вооруженных сил, которые были в тот момент вот в этом вот эпизоде участвовали, и с ними можем разбираться. Тогда Но, было боевое оружие все-таки изъято? поверьте мне, мы не занимаемся, во-первых, просто не в бирюльке здесь играли, во-первых. Во-вторых, Аскер — это гражданское формирование, у которого нет оружия. Оно стоит вместе с пограничной службой и охраняет админ-границу, временную админ-границу. А чье оружие тогда нацполиция изъяла и признала его боевым? Ну, спросите у полиции. Вы задайте вопрос полиции и задавайте, и в том числе и вооруженным силам, которые вы там описываете. Если они говорят, что изъяли оружие, но было боевым, то значит... Скажите, Вы не верите им? Просто объясните, потому что у нас есть Мы с их вами же позиция. разговариваем. Да, конечно, у нас есть их позиция, и мне У нас теперь нужна есть- ваша позиция. У нас есть документ, на основании которого нам должны дать отдельный окремый батальон внутри 57-й бригады морской пехоты. Где реализация Министерства обороны именно этой бумажки? Где? Чубаров в этот же день встречался, помните, тогда с Полтораком, и вот эту вот бумажку они нам тогда дали, помните? Почему тогда ваши батальоны, они не идут воевать на Донбасс, да? Почему вот вы хотите, морскую блокаду что ли дали хотите, как вы и обещали, да? Поэтому вам нужны вот эти документы? Сейчас объясню. Значит, очень хороший вопрос вы задали. Смотрите, мы вот да, в короткое интервью должны все вместе соединить, да, вот Крым, состояние как бы Крыма сегодняшнего, материковой Украины, Крым соединится с Украиной, смотрите, что получается. Мы еще до сих пор статуса не имеем, крымские татары. Мало того, очень много хотят, в том числе и ФСБшники, чтобы крымские татары занимались чем-то еще. Или уехали в Москву, или куда-то еще уехали. В Турцию можно уехать и заниматься в вооруженных силах Турции. Или уехать на Донбасс и там стать вообще, и всем погибнуть. В том числе от рук погибнуть диверсантов, которые могут быть с материковой Украины там. Специально, потому что, как пел Высоцкий, настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков, помните, да, вот убрать всех вожаков. Они, во-первых, чтобы вы понимали, системно подошли. Они расчертили карту членов Меджлиса, членов Конгресса, активных крымских татар, я про ФСБ говорю, раскидали, кто за кем стоит, кто каким образом финансируется, более-менее они раскидали, как они думают. Потом они раскидали связи с этими людьми и начали точечно по ним действовать. Или выдавливать сюда на материк или куда-то еще, или нейтрализовывать, как с Ирвином. Они его нейтрализовали, мы до сих пор его не знаем, где он. Он член исполнительного комитета Конгресса. Исполнительного комитета — это сам костяк тех людей, которые принимают решения. И получается, его нет. Если бы мы точно знали с вами, вот если бы крымские татары бы знали, я лично знал бы, что я пойду в АТО и погибну там в АТО, а вот Крым придет освобождать Тарас, там, кто-то еще, и он будет за Крым. Вот так, то есть если мы уничтожимся на Донбассе, то есть некому будет освобождать Крым. Мы должны понимать, что украинская власть, украинцы нас поддерживают, украинская власть. И вы знаете, что во многих исторических аспектах власть именно сдавала украинцев. Именно власть предавала интересы самих украинцев. Это отдельные личности были, но они предавали.
По поводу крымских татар теперь, вот вы Юлию Владимировну Я вспомнили. сейчас уточню. Да. То есть вы хотите сохранить свой батальон Конечно. крымско-татарских ребят для того, чтобы освобождать Конечно, Крым? конечно. Мало того, я не говорю, что у нас есть не крымские татары, у нас есть крымские граждане Украины, которые с Крыма выехали, а не крымские татары. Мало того, мы не хотим моноэтнический делать батальон. Мы хотим, чтобы имя Намана Челебиджихана было, вот это батальонный флаг, имя Намана Челебиджихана, это нашего шахида святого, который погиб от рук русских. Хотя он тоже тоже с ними вел переговоры, тоже находил какой-то формат сохранения нас там. Вы поймите, мы должны быть в Крыму. Нас мало, нам нужно еще развиваться, нам нужно очень многие вещи делать. Язык наш уничтожается, умирает язык. Надо его возрождать, нам нужны школы крымско-татарские. Но украинцы мне могут возразить, у нас и украинских школ мало было в Украине тогда. Вот Херсонскую область возьмите, мало было школ. И я вот сейчас с многими украинцами общаюсь, патриотически настроенными украинцами, которые также от власти просят того, чтобы было Украины больше в самой Украине. Как бы на это не смотрели другие страны. Что вы скажете тем людям, которые называют вас и даже в эфирах, как Илья Кива, например, агентом ФСБ или как-то так? Истории с Ленуром Ислямовым, которые на сегодняшний день подзатихли. Вы не помните такого персонажа, которого на блокаде Крыма. на блокаде Крыма? Где он сейчас? Я тогда сказал, что это ФСБшный. Это ФСБшный агент, который использовал ситуацию с блокадой Крыма для финансового обогащения и решения своих поставленных задач. Вы познакомились с ним как раз на админ-границе с Крымом, да, потому что вот некоторые ваши заявления как раз, опять же, некоторые люди могут расценивать наоборот на то, что вы как будто бы работаете на Россию, ну вот как с электроопорой, да, вот подрыв случился, вы говорите, что это не вы, что это там русские сделали, но тем не менее это как будто выгодно вам, а в то же время многие эксперты, правозащитники говорят о том, что блокада, она не полезна в любом случае, потому что это как раз отдаляет Крым от материковой части Украины. Я не знаю, что считает Кива. Штурмовать он нас зря пришел под энергоопоры. Я ему говорил тогда, это тоже. Но он выполнял приказ, который ему был поставлен. Я даже знаю, чей. Это пусть в истории, в аналах истории все это останется. Приказ в украинских кабинетах Конечно, власти, конечно, правоохранительных, конечно. Как вы думаете, что Аваков? они просто так пришли? Я не буду говорить, это вы разберетесь уже потом. Потому что в тот момент мы загладили эту историю, потому что Мустафа Джемилев тогда принял решение, что это должно остаться вот так. Теперь по поводу выгодно-невыгодно, кому выгодно. Вообще, знаете, вот такой формат, как вот когда, зачем вам блокада? Вы хотите денег заработать? Вы хотите, чтобы какие-то там транспорты шли лично ваши? Или там вот вы хотите, чтобы здесь только ваш транспорт работал? Или вы хотите деньги за это забирать? Вот если мы скажем, что это нам вот это выгодно, то на нас поймут, скажут, о, правильно, вот ты что-то делаешь, потом фиксируешься, знаешь, вот тогда это бизнес. Я понимаю этих людей тоже, да, бизнес должен быть так построен. Что-то делаешь, а потом в итоге пожинаешь плоды. Но это политика, которая связана в мирное время, может быть, в Украине могла быть какая-то политическая активность, а потом фиксация. Когда у тебя враг топчет землю, насилует женщин там, убивает мужчин, вырезает позвоночники. У Ильшата Аметова вынули позвоночник. Это надо было видеть, чтобы ощущать, как это вообще, этот человек, что он чувствовал, когда ему это с ним делали. Чтобы вы понимали, вот это все вы ставите на карту только потому, что зафиксировать какие-то деньги для себя? Вы хотите бизнес на этом построить? Ну, я вам эти вопросы не Так задавала. вот, я имею в виду, что когда мы торговали с оккупированным Крымом в лице определенных чиновников или бизнесменов, мы торговали вот на крови этих людей, на слезах этих матерей, этих жен, этих детей. Вот такая торговля, она в итоге привела Украину к тому, что на самом деле как бы мы имеем. Вот именно вот такие вот бесчестные вещи к сдаче Крыма привели, к потере Крыма. А подобное заявление, как сделал Илья Кива, это заказуха. Я же не знаю, Просто говоря. честно, я по такого политика, как Кива, не знаю. Я знаю вот полицейского, который приходил к нам с бронебойными патронами штурмовать гражданскую блокаду, я такого помню. И помню Киву до этого, который ел с нами вместе на блокаде и обеспечивал безопасность тех водителей, которые остались тогда на блокаде, его задача была, чтобы они не пострадали. Я тоже помню. Поэтому у каждого человека, может быть, есть хорошее и плохое, но вот его
последние политические вещи я не знаю, чем он занимается и что делает абсолютно. Вы будете голосовать, кстати, на выборах президента, парламента? Обязательно. А ранее вы принимали участие? Нет, никогда. Никогда я не нигде голосовали? никогда не принимал участие, нигде. Поэтому я не думаю, что это для меня какая-то там сложность будет. Я буду обязательно голосовать так, как мы решим крымско-татарским народом. Вот будем голосовать за того президента, который действительно должен освобождать Крым, должен вернуть Крым в Украину. Вот так. Вы присутствуете наверняка на заседаниях Конечно, Меджлиса? конечно. То есть это можно, даже если вы не являетесь... Я же вице-президент Конгресса. Поэтому вы должны... Конечно, быть. Конгресс, мы имеем сегодняшний вот такой небольшой симбиоз. То есть Конгресс был уже собран из тех людей, которые уже находятся здесь, и часть в Крыму, но собран большинство здесь и большинство в других странах мира. Это все такие вот уважаемые крымские татары, которые заслужили свое доверие в народе, за них голосовал целый Конгресс. Около 500 человек было на голосовании, за каждого голосовали на этом Конгрессе. И в исполком зашли часть людей. С Крыма всего 4 человека. И уже нас 3 осталось, потому что Эльвины Ибрагимова уже нет. И получается, вот сейчас, вот Джевдет Ага сейчас в Крыму, а мы с Чубаровым здесь. Но он президент, я вице-президент, получается. И секретарь есть, который Камал Бояр, который находится в Турции, тоже крымский татарин. Вы влияете на политическую повестку или вообще на повестку Меджлиса, как я понимаю? Конечно, Да? я стараюсь влиять. Да. Насколько я влияю, не знаю, но стараюсь влиять. Да. Насколько вы влиятельны сегодня в Киеве, если мы говорим вот о Меджлисе, о принятии серьезных решений? Я думаю, что мы вообще, если вот брать глобально в политическую повестку дня, украинский политический истеблишмент мыслит другими категориями, чем вы, влиятельный, невлиятельный. Как бы это ни было печально, электорат наш находится там. Ядерный электорат, тем более там находится, у наших политиков, да, и у Меджлиса в том числе, и у депутатов Верховной Рады. У нас есть лидер Мустафа Джемилев. Вот он признан всеми мировыми такими лидерами, которые сегодня существуют. Его до этого признавали, но сейчас, благодаря тому, что вот эта вся ситуация сложилась с аннексированным Крымом, и линия, которую держит этот человек, позволяет нам, в принципе, даже самим не включаться в политику. Но это был бы тупиковый процесс. Нам в любом случае нужно идти и делать преемственность определенную. То есть Джемилев, Чубаров и дальше последовать. То есть нам приходится это делать. Нам нужны социальные лифты и политические лифты, в том числе в Украине. Мы об этом думаем. Но политический истеблишмент украинский, он мыслит категориями электоральными. То есть электорат есть, вот есть за кто еще будет голосовать благодаря тому, что будет какой-то крымско-татарский политик в их партии. Брать ли кого-то еще куда-то. То есть здесь 2 мира. То есть более такой прагматичный мир или тот мир, который реалистичный, который существует в Украине. То есть 2 платформы совершенно. Поэтому мы об этом можем долго говорить, но вот о таком большом влиянии там, я пока не вижу такого большого влияния, чтобы могли влиять. На что-то мы влияем. А на что-то мы можем еще сильнее повлиять, если мы все примем решение. Вот это я вижу. Мы можем, у нас очень многие вещи, которые мы сдерживаем, это знаете, как вот бронепоезд держим. Мы сдерживаем в том числе активность очень многих людей. Пока у нас есть те люди, которые говорят с властью и договариваются с властью. Мы все ждем. Крым после деоккупации. Представим себе. Автономия есть, вы возвращаетесь на свою родину. Как вы видите, каким вы видите свое будущее, да, и чем вы хотели бы заниматься? Идти во власть депутатом, чиновником, или же избираться в Меджлис, возможно, главой Меджлиса? Знаете, мы можем все что угодно нарисовать. Я буду первый из тех, кто будет заходить в Крым. Вот я буду заходить в Крым. Как это будет, если это будет мирный путь? Пусть будет мирный путь. Если придется вооруженным путем заходить, вооруженным путем надо заходить. Но Крым должен быть освобожден. Все, это вот на этом точка. Освобожден должен быть свободный. Иначе мы предаем свое потомство, своих детей, своих внуков, оставляя им это сделать, если мы это не сделали. Вот это так я вижу. Теперь по поводу того, что я собираюсь сделать в Крыму. Я хочу жить, растить внуков, если я буду жить в то время, и никуда не хочу больше лезть. Это вот мое убеждение. Не хочу ничего, я хочу просто наслаждаться тем, что мне еще Бог даст, тем временем, которое у меня там еще есть. Спасибо вам за интервью.